Вы были организатором, среди организаторов митинга, Да, да. если я не ошибаюсь. Давайте напомним, в воскресенье прошел санкционированный, подчеркиваю, митинг в парке юбилейный города Улан-Удэ, и на который вот, Владимир Владимирович пригласил лично главу Бурятии Алексея Цыганова. Скажите, пожалуйста. Не говорите. Мы хотим ваши отставки, чтобы уехали отсюда подальше, чтобы вас разделить друг Тише. Мы не хотим. Да, мы против выборов. Мы помним Шутенкова. Мы голосовали вообще большинство. Да, надо голосовало. За Мархаева. Да, за Мархаева. Ну, Выборы прошли нечестно. Ну вот, никогда такого в истории Бурятии не было, чтобы главе республики вот так вот в лицо публично на встречах говорили: в отставку, уходи. Что случилось с нашими людьми? Ну вот, Светлана, я обращаюсь к Светлане Башкаевой. Ну, случилось то, что должно было случиться. Я думаю, что на самом деле вот этим митингом, которые организовали, скажем так, коллеги-общественники. Давайте назовем организаторов митинга, Да, давайте. Персонально. Это, значит, Кто? Петр Дондуков. Ну, он раньше возглавлял штаб Навального в Улан-Удэ. Сейчас находится в ВВС под административным арестом. Ему вчера дали 10 суток. Ну, за участие в несанкционированном митинге, который якобы состоялся 10 сентября. То есть во вторник, на прошлой неделе. Всегда воспользовались лихо, прокричали свои политические лозунги, ну и потом спокойно умыли руки, отвечать будут общественники. В принципе, это все уроки наши. И слава богу, что ничего не произошло, никакого беспорядка, такого провокаций, грубых драк. Хотя были там нетрезвые люди, я сама лично видела. Потому что очень активно вот этим санкционированным митингом, который объявили и собрали общественники, воспользовались коммунисты. И, естественно, была какая-то опаска, да, что люди придут, такие разогретые вот, событиями. Мне очень не понравилось, как силовым методом все это было сделано. Вот. И сам факт того, что Цыганов пришел все-таки, это классно, это круто. Потому что все-таки он показал, что он здесь и с нами, с общественниками. Он пытался разговаривать. Я видела сама, когда подходила, когда там на сцене коммунисты горячие лозунги кидали в аудитории, а около него собралась очень большая такая группа людей, которая и задавала вопросы неудобные, и журналисты. Там априори не могло быть диалога. Понятно. Но когда пришел Цыганов, и начались вот эти дикие крики, мне было так стыдно вообще, потому что я же видела, там куча было этих... А вы рядом были, да? Я была здесь, да, я была на митинге. На митинге. Я на митинге была, вы были, конечно. Да? Говорят же, да, что бурята разозлить, это вообще страшное дело будет. Боевые буряты Путина там и так далее, да? Беспорядки, я боялась, что будут беспорядки. А когда будут беспорядки, я помню Чечню. Я была там в 2003 году, ездила, мы самолет загрузили в гуманитарную помощь нашим солдатам-срочникам в Грозный. Военный самолет, мы добились этого. И я хочу сказать, Вячеслав Михайлович очень хорошо знает, что такое подавление, сопротивление местного населения, особенно федеральными войсками. И как я, вдруг я, дама, в общем-то, с богатым воображением, я как представила, что это такое будет, горячая точка, боже мой, кошмар, это кошмар на самом деле. Не хочу этого. И это хотела я сказать со сцены, опять-таки, митинга. Но когда вот это вот произошло, я поняла, что меня, конечно же, не услышат, да? Конечно же, не скажут, победа или что поражение это Алексея Цыганова. Победа, конечно, однозначно победа. Спасибо. Это было мнение общественницы с народом.
Вот это для него в репутационном, в политическом плане победа или поражение? Ну, то, что он пришел, да, ну, как бы то сказать, честь ему хвала в этом плане, да, но то, что он не стал дискуссировать, на диалог сам не вышел, он же практически сам начал разговаривать, да, и он же пришел в окружение, значит, охраны там. Я не вижу никакого героизма, да. Мархаева там говорят, что вот Вячеслав Михайлович такой человек, а Мархаев-то вообще выходил к людям один, без всякой охраны, его никто не охранял. К людям вы имеете в виду Во время террористов, шестидневного да? состояния, да, когда мы стояли на площади. Ну, это как бы-то... А люди-то почему? Вот Светлана говорит, буряты вот такие. Дело-то здесь не в бурятах. Там не так, ну, как бы так сказать, многонациональная же у нас республика. И были, выступали, и находились не только Спасибо, буряты. это было мнение Владимира Абагоева. Коллега был по решению суда арестован, приговорен к административному аресту 10 суток. То есть у нас получается, ну, так называемых политзаключенных сейчас 5 человек, начиная вот Игорь Коношанов, это водитель группы «Шамана», Петр Дондуков, Дмитрий Баиров, который... Второй раз Баиров. Да, второй раз. Баир Цибиков, по-моему, да? Сидит. Значит, еще Наталья Филонова. Наталья Филонову, кстати, ее тоже задерживали. Козыреву. Правозащитник. Козыреву? Нет, Козыреву. Нет? Нет. Вы что? Ее тоже вроде бы забрали, Нет, Козыреву. Вот это надо точно Козыреву уточнить. не забирали. Ну вот уже 5 человек. Ремарка. Коношанов, да? Коношанов. Его, он что, политический, вы хотите сказать? Он же, по-моему, там совсем другая была у него. Нет, ну я что говорю, да, что он был нетрезвым, и он был на машине, которая там признаки перебитых номеров. То есть, к сожалению, этому дяденьке, который идет, да, пешком, подарили то ли ворованный, то ли какой-то, ну, в общем, какой-то мутный автомобиль. Это разбираться нужно. Потом Баиров, да? Да, ему дали вот, сколько он там, это. А сейчас-то его, сегодня я посмотрела, его же за неуплату алиментов, это не политическая статья. Проезд трамвая без билета, да? Миллион. Я работала в общественном совете судебных приставов, да, несколько лет причем, да, и мы работали с алиментщиками. Но вы знаете, когда отец, да, вы сами отцы, да, бросает своих детей, не платит алименты, прячется, скрывается в другом регионе, и потом где-то там, в другом регионе, да, как будто у нас там, не знаю, в другой... Петр Дондуков чем подожди, Сережа, подожди, там и так далее. И нигде в мире нет такого. Быть честные выборы – это иллюзия. Александра, спроси, Паша, подожди, я тебя не перебивала. Спроси у своих там коллег в Праге, да, как это бывает. Поэтому я говорю об этом. Я говорю, ну замечательно, приедешь, может быть, расскажешь об этом. Я говорю о том, что о конкретных вещах. Мы говорим о Цыденове. Что он сделал? Он ответил на какие-то конкретные вопросы. Дальше, вы слышали, крик, рев, позор там и так далее. Естественно, ему, как человеку, который лицом к лицу стоит с разъяренными, так сказать, людьми, да, ему, ну, скажем так, не очень комфортно. И сказать в это чисто человеческая реакция. Да, он не политик. Ну что, а что теперь делать? Его что, камнями побить? Где у нас политики, которые у нас в республике Бурятии могут тащить нашу республику? Когда у нас еще со времен товарища Потапова умные, грамотные, подготовленные, еще со времен, я не знаю, пионерского детства, они были вытолканы, вычищены. Я это наблюдала еще с 80-80-х годов, когда многие наши еще даже, может быть, и не родились. Поэтому я говорю о том, что сейчас, на данный момент, необходимо остановиться, прекратить, кричать, орать,
прекратить силовое Сажать, воздействие, да. прекратить сажать, начать переговорный процесс, потому что никогда в крике, в реве, в драке никогда не будет хорошего. Всегда нужен спокойный разговор, аргументированный, именно, скажем так, без ажитации, без Светлана, истерики. скажите, свободу заключенным. Вот не надо манипулировать мною, пожалуйста. Нужно разобраться, Сергей, нужно разобраться, нужно со всеми это. И я была возмущена, конечно, силовыми методами, потому что я боюсь именно, я тетенька старая уже на самом деле, да, я уже бабушка 4 внуков, мне очень страшно, что произойдет в Бурятии. Не дай бог, поэтому Спасибо. я знаю, что Давайте это такое. дадим слово тоже Давайте какой-нибудь регламент сделайте, Да, а то я тоже приглашенный и молчу. Ну, Давайте, прошу прощения за давайте такое, я- но мы эмоционально у нас Давайте было, я да. вот Владимир, одну секундочку. Давайте вы ответите на вопросы телезрителей. Нет, давайте я сначала отвечу на Светлана, что говорила. Хорошо. По Коношанову, по Игорю, да? Она сказала, что он пьяный, там попался в нетрезвом виде. Происходило все это как? Значит, какую-то машину там какие-то подарили, не подарили. Машину, когда первый раз отобрали, Жигули, красную Жигули, отобрали, значит, в Мухоршибирском районе, весь мир сбросился на покупку «Газели», потому что мы уже объявили, да, всеобщее, люди собирали из Ростова, люди из Москвы собирали, люди из Иркутска собрали, кто-то там по 50, кто по... огромное количество людей собрало на эту машину, купили эту машину. Супер. Понятно. Суть-то заключалась в другом. Суть заключалась, что Цыденов, потому что без главы нашей республики ничего не делается. Цыденов или Шукенков дал команду ставить палки в колеса Александру Габышеву. Все же заключается в том, что власть испугалась Габышева и начала ему, значит, препятствовать. Так а может быть ходу. нужно было, чтобы Саня Шаман быстрее прошел по конечно. Бурятии, передать его в руки иркутянам. и пусть бы Ситуация это был какая? В Сергей Иркутске Левченко, коммунист. А здесь, значит, вы же Александра, я полностью с вами, я вас приветствую. Я полностью с вами согласен, да. Кто такой у нас Цыденов? Вы как-то его так все пытаетесь Да, он показать мне хорошим. нравится. Ну, нравится, Да. он вам нравится. Но Симпатичный. мы, общественники, он нас не нравится. Он кроме как дубинками нас, да, общественников, которые мы боремся за сохранение Байкала, кроме как бы дубинками, Вот не да, надо, не не бьет. надо. То есть не только избивает. вы защищаете Байкал, и Ну, не надо говорить на нас-то себя. он бьет. На себя не нужно Коллеги, перетягивать разбили. одеяло. Коллеги, давай Нет, конечно, потому что мы переходим к разговариваем вопросам с фактами телезрителей. на руках. Ну а что мы? Вопросы Мы кричим. телезрителей. Ну, Коллеги. Просто так. Мы не Эмоций кричим. у Большая нас нет. просьба. Я дальше выше головы отвечаю. Мы сейчас не успеем Коношенов ничего Игорь, да, и обсудить. Игорь ладно, не пусть был договорит, пьяный, ну да? что ты. Он не был пьяный, да? Вы вот все это сваливаете на КПРФ, это. Здесь вообще Нет, всё Коношенова началось-то- посадили за неподчинение Да. требованиям сотрудников полиции. Он не был. А пьян. Цыденов тоже распространил, что он якобы был пьян. Да. За это Так помню. Цыденов вообще на встрече Информацию. сказал про Баира Цыренова, что вы, мол, сказали, что вы были в бессознательном состоянии, не отвечайте за свои слова. Прямо Да, на то сцене есть, он в принципе, сказал. клевета. Ну, это вот Это уже детали. глава администрации. Вопрос- Я ему до этого уже сказал на митинге прекратить уничтожать собственный народ. Народ доведен до нищеты, до бедности, у нас нету работы, у нас ничего нету. Это же не просто там на митинге люди кричали в его адрес. Это же все копится. У нас сельское хозяйство ноль. Деревни распались практически все. Работы нету. Люди работают где-то там в Корее, там на Ямале, еще где-то. Владимир, У нас это все сделал основная Цыденов масса. за 2 Да, года. это Цыденов Это за сделал, 2 да. года Цыденов Он- развалил все. Боже мой, а Цыденов- где вы были это время? Цыденов- За 2 года вы не подняли Цыденов, кроме производство. своих обещаний Ой-ой. и продажи, и аренды земли Китаю. Вопрос к Светлане, как закончить Надо противостояние. закончить это всё. И здесь еще от телезрительница Антонина, 36 лет, Светлана Будашкаева. Вы в своем желании угодить властям уже так изысканно изощряете в своем рвении. Вам не стыдно так поступать? Вы не по сути говорите, тему переводите. Ну, вы понятно. можете на это ответить, но основной вопрос, вот, чем это все можно
Но Как вообще я уже закончить сказала, это я всё? уже сказала минутами 20 ранее, что нужно остановиться и сесть за стол переговоров. Это единственный вариант, который сейчас реально и без всяких ультиматумов. Это однозначно. Никаких ультиматумов здесь не должно быть, потому что за 2 года человек, который пришел в нашу Бурятию, и успеть все это развалить, это бред полный. Значит, по поводу того, почему я его защищаю. Так я его потому что вижу будущее за ним. Я вижу, что Александр говорит, он не политик, но он очень хороший добыватель, да, денег. Он очень хороший экономист, инженер. И он видит будущее. И если мы перестанем наконец-таки орать и перестанем ему палки в колеса вставлять, а начнем работать все вместе, и будет у нас эта суперреспублика. Чего смеяться-то? У нас прекрасные условия для этого есть. Поэтому и надо работать все вместе, а не политические амбиции неудачных выборов проталкивать. Но это же нехорошо, это некрасиво. Давайте по регламенту. Да? Я еще Регламент, не давайте ответила по на регламенту. вопрос, почему я еще это. Вот меня там говорят, я там топила за коммунистов, да? У нас Саша еще Да, будет отвечать. еще буквально пару слов. Вячеслава Михайловича я очень уважаю как человека, как военачальника. Я была в Чечне, я знаю, я видела, я знаю, о чем говорю. Но как политик в отношении вот Саши, я с тобой не согласна. Политик он не сильный. Он поднаторел, да, в этой риторике, он может это говорить, это замечательно, хорошо, красиво. Но когда в своем отделении БРО внутрипартийные отношения не налажены, разваливаются. Когда старые вы член коммунисты... КПРФ? Минуточку, я работала с ними. Если вы меня как бы спровоцируете, я расскажу очень много нехорошего, да? Поэтому лучше остановимся. Когда те члены КПРФ, старые коммунисты, которые его принимали... Это уже немножко да, не по... я очень... Ну, не- старые не в том. коммунисты у нас Путин, Медведев, Нет, Сечин. БРО. Давайте Я что предоставим- хочу сказать. предоставим возможность, Возможность, тоже да, человеку да, ответить, сейчас да. я скажу. Возможности у всех есть. У всех разные возможности. И сейчас я считаю, что необходимо просто на самом деле сесть за стол переговоров.